Официальный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта: заборы жалюзи «Гранд Стил». За последние 2,5 месяца я стал для участников другом, мотиватором, раздражителем. Но как-то не грустно признавать, очень скоро мне предстоит отпустить их в новую, самостоятельную, здоровую, стройную жизнь. Поэтому сегодня я решил провести эксперимент и не участвовать в испытании, которое вновь пройдет на полигоне гонки героев. И сейчас я передаю группу в заботливые, но суровые руки Эдуарда. Эдуард, они твои. Лучший друг проекта «Ты можешь» — «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры: любимый чай «Тиастан» и клиника «Варикоза нет». Было такое немножечко разочарование, ну типа, опять, ну что еще? Ну чем вы нас еще можете удивить? Добрый день, дорогие друзья! Рад вас видеть снова на нашей Николаевской поляне. Сегодня вы видите зимнюю версию трассы гонки героев. Она в корне отличается от того, что вы проходили осенью, потому что те же самые препятствия несут в себе уже сложность в связи с обледенением, в связи с вашей излишней одеждой. Но ваша сплоченность должна сегодня проявиться в полной мере, потому что препятствия, какие вы проходили осенью, часть мы не будем проходить, часть препятствий вы будете испытывать новых. Поэтому слаженная команда, слаженная работа вашей команды должна обеспечить полностью бестравматичное прохождение данной трассы. А сейчас нужно вам подготовиться. Проходите, переодевайтесь. Ой, кто заварит чай вкусный? Там холодно. Ой, там кружечку выпей, ладно? Там Кому рос. Давайте сразу в этот. Сейчас вот кружечки, чтобы это. Чтобы пока согреться быстренько, да, пока мы там и вот сюда мне в термос, пожалуйста, дайте. Чтобы покрепче. Все два, один. Сюда? Больше всех, что-то не жалко. Уже вкусно. Все, давайте собираемся. Пошлите быстрее, идемте, чем быстрее. Сейчас я допью, пойду. Давай выйдем. Идемте. Так, ладно. Задача сегодняшнего прохождения трассы у вас будет не время, не скорость, а именно задача преодоления этих препятствий. Именно в формате команды. Еще раз повторюсь, сложность препятствия – это зима. Это обледенелые, это скованные руки. Поэтому только командная дружная работа вам поможет их преодолеть. Ну что, команда, готовы? Готовы. Ты можешь? Мы можем! На старт! На канатах я хотел в прошлый раз еще побывать. Вот прям хотел, я прям расстроился, что мы туда не полезли, но зато как бы сейчас залезли прям здорово. Ну, самое сложное, наверное, в этом испытании, что перейти перекладину, ногу перекинуть, а потом в конце как покатанный.
страшно, вот получается, когда до верха доходишь, ногу надо перекинуть на следующую сторону, вот в этом только. Так как там было скользко, и немножечко нервы пошаливали у меня, если честно. Хотелось все быстро сделать. И вот только когда у нас последний наш участник команды встает на твердую почву, мы его приветствуем! Молодцы! Следующее препятствие, вам уже знакомое, наклонная стена с канатами. Сложность сейчас, что оно во льду и в снегу. Давайте приступаем. Разбег и потихоньку начинаем сбираться. Аккуратно держась за канат. Ребят, вы помните, да, в прошлый раз какая была обувь у вас, и вы скользили? И как сейчас? Я еще первый побежал, канат еще был, так скажем, не разогретый, да, очень скользкий, твердый, жесткий. Молодец, молодец, держись. Спасибо тренеру! Команда помогает. Ну вот на этом испытании у меня немножечко вера в себя пошатнулась, потому что я боялась из-за того, что у меня больная нога. Аккуратно, аккуратно. Так. Нормально все? Так, вот момент. Опять страх. Лиля остановилась, просто забежав, даже не стала браться за канат, просто откинулась назад. Я больше всего боялась, потому что в первый раз у меня осенью, вернее, с первого раза не получилось подняться из-за обуви. Оп, молодец. Сама до конца. Прям пока ногу не закинешь, за Артура не хватаешься. Еще, давай. Все, вот так, вот. Есть. Молодец. Ну, было кайф, то, что с первого раза получилось, вообще кайф было. Вот, молодец. Вот. Все, пошла. И вот тут спокойно, спокойно, ручками перебираешь. Если в тот раз, получается, я рано, получается, начала ногу ставить и чуть ли не соскользнула вот осенью. Меня Искандер там за ногу вытянул. А в этот раз я поднялась, ну здесь тоже Артур, конечно, но я ногу, оп, и мне было в этот раз, я, получается, полегче прошла его. Половина прошла. Еще шаг. Упрись ногой, упрись правой ногой. Все, теперь закидывай. Вот, молодец! Кинь ногу! Ногу закинь! Все нормально. Отходим все. Лиля, отойди. Ну, потом смотри. Сама. Она сама. Молодец! Спокойно. Практически сама, я даже не подтолкнул ее. Она как бы внутренним голосом себе говорила, я смогу это сделать, и она это делала. Спокойно. Вот. До конца, хват, не торопись. Назад чуть-чуть. Не торопись. Все, принимайте. Ногу. Молодец! Молодец! Все свои силы включила, как-то забыла о ноге, и у меня получилось забраться. Я прям вообще сама от себя тоже не ожидала. Артур, принимайся Все, она тихонечко. не скользит, на всю столкну. Все, теперь держимся. Стоим. Нет, ты можешь! Потихонечку пошла. ноги держи! Подтяни левую! Немножко вот так ноги, как Спину выпрями. Можешь, давай, держись! Потихонечку, не торопись! Обувь скользила немножко, и руки что-то не слушались. Непонятно. Я отпускаю руки, вы выходите отсюда все. Не надо руки отпускать, опустись. Ляг на канат, ляг. Всё. Отпускать не надо было. Не хватало Искандера, мне кажется. Его вот это вот сверху, когда он говорил, давай, получится. Его не было, и ничего не получилось. Лиля не смогла преодолеть одно из препятствий, как раз та же самая наклонная стена, потому что, попробовав сделать это первый раз, она ощутила внутренний страх.
которую не смогла просто победить. Руками надо было держаться до конца. Я сама-то вот беру. Ребят, извините, но мне не получилось. Была уже настолько скована этим страхом, что уже не могла ни цепляться руками, ни упираться ногами. И этот страх просто-напросто не смог. То есть преодолеть страх она не смогла. А это самое главное вот на нашей трассе. Они скользкие. Хватает всем. И пошли вправо. Я не могу дальше идти. Левую руку представляешь на трубу. Левую руку. Стой. Оп. Пошла. А давай, я здесь ударилась. Было больно и обидно было как-то. Обидно то, что, ну как это, неужели я не смогу пройти? Сорвался хват и об скошенную траву ободрала себе щеку. Ты думаешь, должны руки снять, да? Сначала посмотрела то, что, думаю, скользкие будут трубы, но в перчатках они у меня не скользили, и я прошла от начала до конца сразу. Привет, Губанов Алексей! Молодец, молодец! Давай, давай, давай. Вы все помните это устрашающее для вас препятствие – рукоход с бревнами. Но сегодня оно будет поистине для вас добрым, теплым и приятным, потому что здесь мы пьем горячий чай. Что, команда, как вы уже поняли, зимой препятствие раскрывается совсем иным образом. И данное препятствие, рожденное заново, которое вы уже проходили, сейчас принесет вам много новых сюрпризов. Да, в этот раз я позаботилась заранее о своих штанах и завязала на завязку, чтобы они у меня не слетели. Давай! Опирайся в руки. Нет? Давайте, 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 молодцы, молодцы. Зимой было почему-то легче, как-то вот быстро, скользко было, хорошо, там не застревала я внутри. Молодец, молодец, аккуратно, ногу. Аттракцион называется «Потеряй штаны». Еще я это испытание назвала «Останься в штанах, если сможешь». Все аккуратно, можешь прям вот выкатиться как колобок, ручки вниз. Вот так вот. Я не знаю, как вы все прошли. Давай, давай. Я застреваю. Они замерзшие, жесткие, как бы, ну это так же пролез, как бы легко. Навались! Попашешь? Все, молодцы, молодцы, да. Ну что, команда, мы смогли, и ты сможешь! Сегодня так называемый состоялся тест трассы, зимняя версия. А 15 февраля гонка героев Urban проводит масштабную гонку в двух форматах. Urban Classic и Urban Hard. Это трасса 3 километра и 27 препятствий. И Urban Hard это 8 километров. Приглашаем всех желающих принять участие. Регистрация на сайте гонкауфа.рф. Дорогие друзья, ну, сегодня, пройдя испытания, один из участников у нас получает подарок. Тот человек, который, по нашей оценке, был самый целеустремленный, самый старательный и
проходил все препятствия с огнем в глазах. И этим участником у нас сегодня становится Рената! Ну, Рената сегодня чем существенно отличалась от других участников? Это настоящим упорством во взгляде. Рената, мы награждаем тебя походом в салон Тай-спа. Блин, спа-салон, клево, да? Ну ладно, ничего, мне кажется, Рената очень достойна. Она не только вот там сегодня, а вообще во многих испытаниях проходит как-то мужественно, сильно. Хороший такой подарок, женский, главное, классный. И то, что девчонки это получат, это вообще супер. Ой, про подарок это вообще самые вкусные, самые сладкие. Такой прям концовочка. Я очень рада, что подарок выиграла Рената. И я очень рада, что она выбрала меня. Я очень обрадовалась и удивилась. Мне было так приятно, прям вообще. И ты прямо сейчас можешь выбрать еще одного участника, кто с тобой пойдет в этот салон, где вы получите ряд процедур, которые сможете выбрать. Артур не может. Как это не может? Артур женат, извините. Любой участник, там отдельные кабинеты вас, поэтому любой участник. Кого выберет Рената? Ирину! Спасибо! Мы с Ириной как бы две мамочки в декрете, одинокие, не часто себе можем это позволить. И я как бы решила ее поддержать и взять вместе с собой. Салон Тай-спа согреет ваши тела и сердца. Лучший друг проекта «Ты можешь» — «Фитнес-арена 3000». Место, которое меняет людей к лучшему. Catch me howling at the moon. Тренировки никто не отменял. Ребята продолжают работу над своим телом под пристальным руководством наставников. Тяжело, да, но никто не говорил, что в нашем проекте будет легко. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the Lord. Hope they won't shoot me down soon. За достойную победу достойная награда. Сегодня Рената вновь меня приятно удивила. Кстати, вы часто жалуетесь, что я готовлю для вас суровые неженские испытания. Согласен. Зато награда за прохождение сегодняшней зимней гонки героев будет вполне себе женским. Нежным, приятным, мягким и теплым. Приятного наслаждения. Здравствуйте. Какой массаж рассматриваете сегодня? Ойл расслабляющий на кушетке с маслами, либо тайский традиционный на мате. Тянут, растягивают. Здесь такая пассивная йога, здесь расслабляющий. Релакс. Какой хотите попробовать? Большой расслабляющий, Для первого наверное. раза, да, я советую расслабляющий, расслабиться. Да. В одной комнате вам будут делать массаж с маслами. Все, пройдемте? Вот туда, напрямую.
Итак, прошла еще одна неделя, и пришло время очередного голосования. Наше жюри вновь решает, кто же на этот раз покинет наш проект. Я вас рад приветствовать здесь. Ну как рад? Я вас просто приветствую. На самом деле, эта программа, она прошла с минимальным моим участием. Я решил дать вам немножечко вольную. И решил посмотреть на вас, как вы справитесь с испытанием без меня. Да, у вас был инструктор, был Эдуард, ему огромное спасибо за то, что у вас была вновь возможность испытать себя. Я не скажу, что я остался доволен тем, как вы прошли испытание. Я увидел, что еще где-то в каких-то моментах моя роль как наставника вам необходима. Но я хочу напомнить, что наш проект идет к завершению. Очень скоро вам предстоит продолжать тренироваться, питаться и придерживаться правильным привычкам уже без проекта, уже без нас. Больше не будет меня, не будет Лиры, не будет нашего проекта в вашей жизни столько, сколько это происходит сейчас. И вы должны это помнить. Вы должны это понимать, и вы должны это осознавать. Поэтому вот сейчас, на данном этапе, важно, крайне важно включаться вам самим. Скажу честно, имя человека, которое написано здесь, на этом листочке, я думал, что не так быстро, не на данном этапе человек покинет наш проект. Может быть, я возлагал где-то больше своих надежд, возможно, это были какие-то мои амбиции по поводу этого человека. Но, к моему большому сожалению, сегодня наш проект покинет его Лиля. Что я тебе хочу сказать? Мне на самом деле не очень грустно, с одной стороны, что ты проект покидаешь. Я видел лично, это объективно, а возможно и субъективное мнение, я видел тебя в тройке финалистов. Это правда, это было мое видение как тренера, как наставника. Но где-то что-то пошло не так. Где-то что-то произошел какой-то срыв стоп-крана. Где-то что-то тебе помешало, ты остановилась. И это было немножко заметно. И в том числе это было заметно на гонке героев, где не совсем, наверное, получилось справиться не со своим телом, а, наверное, с головой, с психологией. Немножечко не хватило. Но с другой стороны, помнишь, когда мы с тобой в первый раз встречались и мы общались, ты сказала очень классную вещь, что ты очень опытный игрок, ты очень такой опытный человек, ты пробовал все в своей жизни. И я думаю, что сейчас для тебя вот это приключение, в котором ты принимала участие, приключение ты можешь, оно станет еще одной такой зарубкой вот на той дощечке, на которой ты отмечаешь приключения своей жизни. Это здорово, ты многому научилась. Ты подавала пример другим участникам, они на тебя смотрели. И ты подарила очень много действительно крутых и полезных моментов не только участникам, но и проекту в целом. Сейчас бы хотелось послушать тебя на самом деле. Что ты скажешь? Что я скажу? Ну, вообще здорово, что такой проект вообще получился, да, то, что его создали. Здорово, что я попала сюда. Мне на самом деле было очень интересно. Эти 3 месяца прошли вообще, совершенно незаметно, и было очень здорово. То есть меня все устраивало, мне все нравилось. И вообще, такие приключения были, которые бы, если бы я просто сидела дома на диване, я бы их никогда бы не испытала. А в жизни я поняла такие вещи, что нужно попробовать все. И еще я поняла, что у меня очень много страхов прошло, и еще я поняла, что я могу делать все, что я хочу в этой жизни. И вот это, наверное, самое важное для меня. Я же никуда не ухожу, я же буду все равно со всеми общаться, и будет все хорошо. Можно чмокнуть щечку, обнять, поцеловать. Нормально все. Я вижу даже, что немножечко Артур расстроен. Я никогда не забуду, как ты машину тащила. Ой, я сама никогда не забуду многих вещей, которые были в жизни. Ты ругалась, материлась. Конечно. Меня ругала, но тащила. И она всегда спрашивала, а когда же будут наконец-то женские испытания? И вот, на самом деле ты поняла, да, что не имеет значения женские, мужские. По жизни мы все делаем, больше даже мужскую работу. Когда же будет она такая вот жизнь, женская? Она там. Я пошла. Спасибо тебе, Лиля, давайте поаплодируем. Почему я не так сильно расстроен? Потому что Лиля, она не проиграла, она победила. Она победила многие моменты, она победила себя. И я желаю каждому из вас сейчас подумать о том, что сделать такого, чтобы остаться на проекте. И вполне возможно,
что те, кто останутся в финале, позавидуют тем, кто ушел с проекта. До встречи. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Генеральный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта – заборы жалюзи «Гранд Стил».